Сама атмосфера здесь переносит века, когда воинственные, непокорные и свободолюбивые горцы сражались за свою культуру, за право жить, в то время как женщины обустраивали быт, создавали в каменных жилищах уют и тепло. Об этом рассказывает Хава Матиева, показывая мастер-класс по войлочному искусству. Вот берется шерсть, и за счет вот этих зубчиков на иголке волокна входят вовнутрь, и орнамент закрепляется. И это держится внутри так? Да, держится. Подбирается рисунок, рисунок переводится на бумагу, потом вырезается и уже переносится на ковер. Можно орнамент посмотреть. Сколько времени уйдет на изготовление примерно такого? На валяние полотна уходит примерно 2 дня, потом день, чтобы он высох. На орнамент уходит дня 2 тоже. И на обвязку 1 день, примерно неделя. Сложно сказать, когда именно появился первый истинг. Была ли это чья-то авторская задумка, но доподлинно известно, что этот самый войлочный ковер являлся предметом, свидетельствующим о духовно-нравственном богатстве своей мастерицы. Истинг – это войлочное ковроделие, которым раньше занимались наши предки. Каждая девушка должна была уметь валять ковры и валяла себе их в приданое. Однажды в башне Согласия. Под таким девизом сегодня проходит мастер-класс от ремесленников. Многие из них известны за пределами региона, а их изделия декоративно-прикладного искусства пользуются успехом по всей России. Рабия Балкоева вяжет крючком с 6 лет. Первый наставник – мама. Обучает желающих через онлайн-курсы. Сложного ничего нет, просто больше у меня времени занял вот этот кардиган, эти подушки, пледики особенно занимают. А так, эту игрушку я за 1,5 часа могу связать. А вот если нет заказов, например, вот бывает такое, что вот по желанию хочется ту или иную вещь готовить? Да, изготавливаю. Когда мне идея приходит, я сразу ее начинаю как-то развивать. Эту идею, потом записываю, расписываю, все. Ну, а форма, рисунок – это с головы уже? Да, схема, все, с головы. Маленький презент от мастерицы достался и гости из Кабардино-Балкарии. Они мне очень сильно понравились. Качество очень хорошее. Конечно, я в них никуда не смогу выходить, но мне очень они понравились. Я сказала своему другу, чтобы он мне подарил на день рождения, так скажем, намекнула. И он мне сразу подарил. На день рождения у меня 20 февраля. Побывать в гончарной мастерской и не запачкать руки можно, но так не научишься. язык. تخشير حلو حي أصلي شلو حلسكي. هاوس من تأخذه. حلو خاشت. أيوج جيو. خاتي جوا. هاكي قطع جنيس. نكوك بومستو. أنت أكلك. ده قاعد يزوج خشي حلو حلشي. كون شغلي تتوقع. كون سنة. إجت هكات خبيز أو بيزك. إجت هكات خبنا عندنا. Приблизительно после 10 минут стараний и нескольких неудачных попыток под чутким присмотром гончара Беслана Атигова слепить чашку удалось и нам. Мастер-класс ремесленники сопровождают для гостей кратким экскурсом. Так, древнюю и богатую культуру людей башен волонтеры и студенты из Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи, Дагестана и Ставрополя познают с большим интересом. В Ингушетии очень понравилось. Мы приехали сюда на экскурсию в Магаз. Очень красивый город. Вот приехали посмотреть на башню Согласия. Очень красиво, очень все нравится. Хочу побывать здесь еще раз. Первый раз, да? Да, первый раз. Да, я первый раз в Ингушетии. Очень все красиво у вас, да. А что красиво? Вот изделие из войлока, это называется так вроде бы, да? Ковер истинг называется. Очень красивый. Приурочена познавательная и развлекательная встреча с ремесленниками ко Дню народного единства, организована Центром культуры, спорта и туризма города Магаз. В рамках мероприятия организаторами подготовлены развлекательные конкурсы, розыгрыши призов и экскурсия по городу Магазу. Адам Мережков, Ахмед Горбаков, Новости 24.